Сегодня тема нашего круглого стола будет образ будущего парламентария, каким он должен быть. Сегодня мы хотим взять за основу людей, тех, на которых мы равняемся, тех, на которым авторитету мы бесконечно верим. Это наши старшие товарищи, друзья, депутаты Золотого парламента, первого созыва, который был в 1991 году. Вот. Прежде всего, позвольте поблагодарить каждого из вас за то, что откликнулись на наше приглашение. Особая признательность участникам Золотого парламента первого созыва. Сергей Миронович, Валерий Еремеевич, Сократ Рачевич. Здесь еще присутствуют тоже наши старшие дорогие друзья. Давид Чичевич тоже сейчас придет. До выборов в Народное собрание остается 9 месяцев. Мы собрались, чтобы обсудить вопрос, который напрямую касается будущего нашего государства. Каким должен быть народный избранник и какой подход к формированию парламента наиболее отвечает интересам Республики Абхазия. Мы хотим видеть в парламенте лучших людей с богатым опытом, глубокими знаниями, реальными заслугами и достижениями. И что не менее важно, чтобы депутатский корпус отражал само общество, разные профессиональные сообщества, разные поколения, разные сферы жизни. Сегодня, к сожалению, в составе Народного собрания практически не представлены учителя, врачи, ученые, деятели культуры, работники сельского хозяйства, те, чей ежедневный труд напрямую связан с жизнью людей. Это создает разрыв законодательной власти и реальными потребностями граждан. Ведь депутат, сохраняющий связь со своей профессиональной средой, лучше всего понимает, как принимаемые законы работают на практике, может выявить их недостатки и противоречия и быстро внести предложения по исправлению ситуации. Все мы знаем и другую сторону дела. Значительную часть времени депутатам приходится заниматься решением хозяйственных вопросов. При всей их важности это не вполне соответствует представительного органа в государственном строительстве. Возникает закономерный вопрос, как изменить эту ситуацию? Достаточно ли точечных поправок в избирательное законодательство? Дополнительных ограничений и требований, на наш взгляд, нет. Речь должна идти о более глубоком, осмысленном подходе к формированию парламента. Вспомним Золотой парламент, который был основан в 1991 году. Тот созыв принимал судьбоносные решения, заложившие основы абхазской государственности. Его депутатами двигали прежде всего служение нации, а не политическая карьера или коммерческие интересы. Это были люди, конкурентоспособные по своему опыту, знаниям и достижениям в масштабах всего Советского Союза. Сегодня само время формирует запрос на парламент нового качества. Перед Абхазией встают новые вызовы, требующие ответственных и в то же время быстрых, выверенных решений. Нам нужны люди, знающие, опытные и мужественные, готовые претворять в жизнь давно назревшие и вновь возникающие преобразования. Уважаемые участники, я хочу подчеркнуть, у нас нет готовых решений, и мы не требуем на них ответа сейчас. Мы предлагаем начать откровенный, содержательный разговор. Поэтому прошу каждого из вас поделиться своим видением образа будущего парламентария. Убежден, искать решение наших общих задач мы должны вместе, независимо от политической принадлежности, в открытой дискуссии, конструктивной полемике. Именно в таком духе я и предлагаю провести нашу сегодняшнюю с вами встречу.